Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. Это все это начиналось, наверное, вот со стука, наверное, вот этого сандалика. Это тоже музыка. Я даже не могу сказать, что вот высокое искусство должно исключать прошлое, должно исключать быт. Наоборот, если чем человек, наверное, больше интересуется своими корнями, чем он близок к быту, чем он близок к своим корням, к своей родословной, я думаю, он богаче, и все это обязательно проявляется в его творчестве. Начиная где-то 6 класса, мы с отцом играли, я на баяне, он играл на тальянке, и мы таким дуэтом мы выступали в художественной самодеятельности Арского района. Потом нас отобрали, значит, в республиканцы, и таким образом вот эта самодеятельность потом меня перевела уже к профессиональной сцене. Осталось совсем немного до нашей деревни, подъезжаем. Естественно, до того еще, как приехать к себе домой, мы с вами сейчас заедем зиратқа кіріп шығып, андағы мәрхүмдерні, әти-әнилерінің, апайларының хәлләрін біліп шығабыз, оларға дұға қылып шығабыз, олардың қабірлеріне чәчәкләр салып шығабыз. Этот дом был построен в 1961 году моим отцом. Я помню, еще они взяли большую суду, потому что денег практически не было. Воспитывали 6 детей, учителя сельской школы, отец директор школы. Но, тем не менее, они вот такой добротный дом построили. Я ее вот не стал ничего менять. Я подаю фольклор, который уже охудожественен, который сценически обработан, но я работаю на основе фольклорного материала. Ни одна моя песня, она из пальца не высосана, она из народа. Я еще доволен тем, что вот интернет, общение очень много дает возможностей не только фольклор Татарстана показать народу. В моем репертуаре песни татар, которые проживают в Китае. В моем репертуаре песни татар, которые живут в Новгородской области, в Ульяновской области, которые живут в Сибири. И в моем репертуаре даже песни пленных татар в Первую мировую войну. Их мне прислали из тюрьмы Лейпцигской, где немцы записывали в наших пленных.
вообще вот эта преемственность, она должна идти, она должна сохраняться. Если я эту преемственность, не нарушая фольклорный материал, уже более художественный, я ее подаю будущим поколениям, это же хорошо. Я ее показываю другим народам. Искусство, оно так и должно быть. Оно должно быть интернациональным. Я вот всегда говорю, настоящее искусство, если оно воспринимается уже другими национальностями, как что-то такое художественное, в этом, наверное, вся прелесть моей работы. У него неповторимый репертуар, который вот он собирает фольклор нашего народа, где вот мы сегодня говорим, что мы должны сохранить свою национальность, свой язык, свою культуру, и я считаю, что он вносит вот такой огромный вклад в это дело, потому что это действительно вот такие концерты, в которых отдыхаешь душой. Это та работа, которая останется на века. Который вот, я еще рад тому, что вот он стал у нас лауреатом премии имени Тукая, поэтому для нас это очень важно, что вот наш земляк становится еще раз продолжитель вот той плеяды лауреатов. Действительно, для нас это очень важно, для нас это очень радостно. Потому что, как глава района, Арского муниципального района, где вот у нас более 100 писателей и поэтов, которых знает народ, и действительно вот такие знаменитые люди, они присутствуют, живут и работают на благо нашего района, ради сохранения нашего языка, ради сохранения нашей национальности, нашей нации. Все мои музыкальные номера, они построены как театрализованные представления. Я там не просто песню пою, я там в то же время подаю еще движение моего народа. Татарские движения. Для этого у меня есть очень грамотные балетмейстеры, которые знают это. И я всегда советую. Я говорю, мне подавайте мишарские движения, мне здесь подавайте движения крещенных татар, мне здесь нужно движение сибирских татар. И в этом направлении вот фольклорный центр, когда вот руководил еще тогда Фазиля Хакимовна, очень много сделала, потому что шли фестивали Тугарак-Уюн. Потом Каравон. Если я переключаться на русский фольклор, понимаете, вот эти фестивали, они должны проходить регулярно в Татарстане, и эти фестивали должны замыкаться не только в рамках Татарстана, сюда мы должны приглашать другие народы. Это на уровне Тюрксоя, который проводит по всему миру вот такие фестивали. Это на уровне европейских фестивалей. Вот я бы сделал такой фестиваль, фольклорный фестиваль на уровне международном. Это востребовано, это бы очень хорошо воспринято нашим народом, нашей публикой. Но я думаю, что к этому мы придем.
Я их не выбрасываю, для меня они все очень родные. Вот даже вот тот фонарик, который там висел, я еще помню, мой отец в Арск приходил на школьное собрание с этим фонариком, прямо в школу заходил, потом только закрывал там этот огонек, и обратно мы с ним шли вот с этим фонариком с Арска. Но не было ни электрических фонариков, ничего не было, и дорога была всегда очень сложная с Арска, да, все дорогу пешком. Потому что это же реликвия моей мамы. Это вот куна тахтасы. Там столько было, наверное, уже для нас изготовлено токмаш, татар токмаш, столько пирогов было испечено. Она эйляндрем, куна тахтасы. Ну, сейчас это все реликвия. Вот топор от отца тоже достал. Я их как реликвию держу. Менә карагыз әле монда эш гармон. Моның беренчесе венский гармон, итальян гармон, венский. Он более такой, мөмкинчелекләр аның күбрәк. Чөнки баста уйнарга була, аның октавны да, аның уң ягы да күбрәк. Бу әтиемнең гармоны. Әтием гомере буена бик шундай танылган гармончы булган, бу тирә-юньдә инде Фатхарахман абый дип аларны мәҗлестән мәҗлескә әнием бик матур итеп җырлаган. Менә мин бу гармоннарны бик сирәк тотам, инде шулай да менә бүген бу гармонның аз гына тавышын ишеттерәсем килә тамашачыларга. Безнең Наласа авылы җирлегенә кергән шушындый матур Урта Береза авылы бар. Без инде бу Урта Береза авылында үзебезнең Файз Рахмановлар гаиләсе белән чын күңелдән горурланабыз. Ни өчен дигәндә, иң беренче Айдар абыйларның әти-әниләре, алар икесе дә укытучы булганнар. Һәм шушы укытучылар гаиләсендә 6 бала дөньяга килгән. Айдар абый әлбәттә аның төпчеге. Бу балалар һәрберсе югары белем алып, бер генә югары белем түгел, хәтта икешәр югары белем алып, үзебезнең төрле өлкәләрдә, югары урыннарда эшләделәр. Һәм инде Айдар абыйга килсәк, Айдар абый инде безнең авылның иң сәләтле, иң көчле җырчыларының берсе. Ни өчен дигәндә, менә Татарстан Республикасында, шулай ук республикада эшләгән Орча районыннан чыккан безнең артистларыбыз бик күп. Ләкин шушы артистлар арасында Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында солист булып эшләгән артист безнең Орча районыннан берәү генә, ул Айдар абый. То, что было до этого, да, ведь сельский клуб, и то, что есть сейчас, молодежь очень оценивает это. И из-за этого мы с благодарностью относимся, то, что нам вот такой клуб построили. Очень большое спасибо хочется сказать нашему президенту Рустему Нургалиевичу, также Айдару Файзрахманову, который способствовал строению этого клуба и очень нам помог. Это у нас Средневерезинский сельский клуб. У нас здесь есть клубное формирование, где дети, молодежь занимаются у нас танцами. У нас есть кружок пения, также есть любительские клубы, где могут прийти, поиграть в шашки, в шахматы. Было написано ходатайство Айдаром Файзрахмановым, вышестоящим руководителем, и после этого у нас вот такой клуб появился. Как вы видите, открытие нашего клуба, где Айдар Файзрахманов приехал.
со своим коллективом выступили. Также наши коллективы, как мы проводим уже прошлый Новый год, который мы здесь встретили первый раз. У меня здесь 100 разновидностей деревьев. Мне говорят, ты, наверное, каждый кустик считаешь. Я говорю, и кустики считаю. И все эти деревья уже посажены мною. Кроме, вот там есть 2 куста калины. Это уже наследство от моих родителей. Здесь яблони, здесь черемуха, здесь много елей, здесь много декоративных растений. Здесь очень много смородины, здесь очень много малины, здесь очень много вишни, сливы, ирга и все прочее, в общем, очень много. Так что приезжайте всегда в гости. Мои корни здесь, и, наверное, человек всегда тянется. Мое детство здесь, мои родители здесь, моя юность здесь прошла. Естественно, это мое родовое гнездо, я отсюда всегда подпитку получаю. Даже если просто так вот забегу домой, потом приеду в Казань, я чувствую, что я зарядился. Мне это нужно как батарея. Я заряжаюсь, и там уже я, засучив рукава, начинаю работать. Если у тебя хорошее прошлое, если у тебя детство хорошее, оно для меня было в каком плане еще хорошем? В плане того, что мы всегда получали вот такое добротное, хорошее воспитание. А это не просто, это воспитание работой. Мы с утра до вечера работали. Всегда, дети у нас всегда были в работе. И эта работа происходила вместе с родителями. Вот это, наверное, очень такой ценный момент. Потому что мы всегда брали пример, как отец косит, как отец колет дрова, как братья мои колят. Потом я уже с ними начал соревноваться. Я, конечно, один, колол всегда больше моих 2 братьев. Вы попробовали себя и на эстраде, и в оперном театре, да? Вот вы настолько многогранный человек, такая личность, то есть просто поражает. Эльмира, вот одно слово, с одним словом я вашим не соглашусь. Вы сказали «попробовали». Я не попробовал, я работал, я творил. Потому что для меня оперный театр, это был после консерватории, это была такая школа, где я работал с высокопрофессиональными режиссерами, с высокопрофессиональными солистами. Знаете, столько дал мне оперный театр. Наверное, вот результат моей теперешней деятельности, это благодаря то после консерватории я получил Академию оперной школы. Академию оперного театра я закончил еще, плюс к этому. Но параллельно я работал на эстраде. Для меня работать на эстраде это было настолько легко, настолько желаемо, настолько хорошо. Во-первых, я непосредственно напрямую общался с публикой. Я работал всегда с моими коллегами, которые действительно были высокопрофессиональными певцами. Я работал с Венерой Ганеевой, я работал с Хайдаром Бигачевым. С ними работать на одной сцене, это было удовольствие. И для нас эстрадные сцены, эстрадные песни. И я не говорю, что это дешевые песни. Это были народные песни, это были песни наших профессиональных композиторов. И народ их великолепно воспринимал. До сих пор в народе живет Субайнан Анкай Хватапкеля. До сих пор живет Хайдар Бигачев Кремали Урманнарга. До сих пор живет Венера Ганеева Той Кульмаги. И так далее, и так далее. Можно яхинские произведения, они до сих пор живут. Поэтому вот я работаю в оперном театре. Я, видимо, накапливал
я себя готовил к этой работе в филармонии. Теперь я руковожу, как художественный руководитель филармонии имени Габдуллы Тукая. Прекрасный у нас директор, который дает возможность творческим коллективам и художественным руководителям творить у себя в этой филармонии. Вот это самые, наверное, нужные качества руководителя. И благодаря его такому мудрому управлению на сегодняшний день в филармонии все коллективы расцветают. Возьмите Анатолия Ивановича Шутикова, его оркестр, возьмите джаз-оркестр, лекторийный отдел, возьмите фольклорный ансамбль. У нас сейчас вот идет фестиваль, один фестиваль за другим в филармонии. Это очень важный момент. Театр я прошел, эстраду я прошел. Очень мне сильно помогла моя работа на телевидении, как этот ведущий программы «Жерлык». Я там общался с простой аудиторией, с певцами, с самодеятельными, которые приходили на эту передачу. И они меня воспринимали как своего, потому что выход из народа. И вот это мне дало возможность общаться напрямую с телевизионной аудиторией большой. И, наверное, был это рассвет этой передачи. Да? Потом я ушел уже в линию. Еще одна моя деятельность, она такая желаемая моя деятельность, появилась потребность передавать свой опыт молодежи. Қазіргі диванlarımızın babasıdır indi şu kenefi. Bu Tatarlıklarında bir şırı. Bu kenefine benim etiyimnin abisi bizani davet edip G'niyat abi daveti yasagan bolgan. Tügü maşinası bu eniyimnin tügü maşinası. Eniyim hatırlayım etiyim şu tügü maşinasını alıp birgeç. Mine hem Ferdiye payga palto tügüp birgeniye. Ol indi Hazreti 60'ıncı yıllar. Meni merhuma bulganasın bir de açmadım. Bu radyo büyük yıllar bizge hizmet etti. Onda ben İlham Şakirov'un plastinkalarını tınlaytırganıyım. Alfiye Apa'nın plastinkalarını tınlaytırayım. O bitinde babaylardan kalgan relikviye. Ondan sonra da ben biraz şuatı matur ettim. Selametlendirip koydum da. Allah'a şükür hazır şu bulmada. Kenefi bile, şkaf bile, şu tügü maşinalarını kurgandan sonra ben özüme bir balaşaqa bir qaytib eğlengen şekilde bulup kelem Qozonga. Özüme kiş alıp men o'ylayman bu bo'lirga tegish har bir oilada da ilakkaga o'zining abi bobolarining relikviyalari mana shu shayrlarni biz saqlab ketishga tegish. Каравай крае,